Добрый день, уважаемые зрители. Наша башкирская общественная организация «Башкорт» открывает диспут-клуб, который давно назрел. Дело в том, что на сегодняшний день в Республике Башкортостан нет такой площадки, где бы обсуждались наиболее острые проблемы, поднимались вопросы, касаемые жизнедеятельности башкирского народа, Республики Башкортостан и все, что связано с этим. На прошлой неделе в нашем офисе, в офисе организации «Башкорт» собралась общественность, которая решила создать такой диспут-клуб, куда будут приглашаться различные известные общественные деятели, политики, творческие личности, вообще интересные люди, где мы будем обсуждать различные темы под разными углами. И сегодня первая такая тема – это столетие Республики Башкортостан. Она так и называется – столетие Башкирской Республики, прошлое и будущее. Сегодня у нас гость, спикер нашей темы. Это известный политический деятель Республики Башкортостан, общественный деятель. В прошлом один из лидеров Союза башкирской молодежи, человек, который пострадал за свои убеждения и взгляды, 2 раза отсидел в местах лишения свободы по печально знаменитой политической статье 282 «Экстремизм». Человек, который был признан обществом «Мемориал» политическим заключенным, политическим узником. Это Дильмухаметов Айрат Ахнафович. Здравствуйте, Айрат Ахнафович. Здравствуйте. И первый наш вопрос к вам, Айрат Ахнафович, такой. Столетие Республики Башкортостан на сегодняшний день очень такая острая тема, острый вопрос касаемо этой темы. Дело в том, что большинство башкирских историков считают, что столетие Башкирской Республики было в 2017 году. Но правительство Республики Башкортостан решило отмечать столетие в 2019 году. И даже был подписан указ президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным о праздновании столетия Башкирской Республики. Скажите, пожалуйста, почему вот такая вот разница в датах, разница во мнениях, почему так происходит? И вообще, что связано вот со столетием, как все произошло? Так, большое спасибо. Значит, во-первых, ремарочки несколько. Я всех приветствую и всецело поддерживаю инициативу по функционированию политического клуба при организации «Башкорт». И главную задачу функционирования данного политклуба, главную и единственную задачу я вижу в политическом просвещении башкирской нации. В первую очередь его ядра, актива, а потом все дальше, значит, вниз и так далее. Почему? Потому что самая главная наша проблема, она не только сегодня, она через всю историю башкирской нации проходит, это наш политический инфантилизм. Меня вот Альберт просит выражаться проще и меньше научных терминов. Так если по-простому, политическая тупость. Мы обязаны вот эту политическую тупость преодолеть. Это все преодолеваемо, все обучаемо. И подойти к новым вызовам истории, каким я скажу, уже во всеоружие. Массив обучения для этого у нас собственный огромный. Это наша своя собственная национальная история. Это во-первых. Во-вторых, чтобы правильно понимать явление, его надо в первую очередь называть правильно. Я общественным деятелем никогда не был. То есть я, конечно, там занимался разными вещами, расселение, там свет, телефон там, и так далее. Но я политический деятель. Политический. И сидел я за политику. То есть политик это кто? Политик это тот, кто предлагает некий сформулированный политический проект. То есть данный проект, который существует, меня лично не устраивает, но я не просто являюсь его критиком, не просто являюсь тараном, который рушит эту систему, но я предлагаю другое. То есть меня эта система не устраивает, а вот такая система, она должна быть. Какая? Значит, это в моих книгах, запрещенных, сожженных, отсиженных, все это прописано. Это проект новый.
республики, я ее называю четвертой республикой. Почему четвертая? Потому что у нас в истории 3 республики. Первая Валидовская, вторая Советская, третья постсоветская. Мы живем в третьей постсоветской с 90-го года. Поэтому там, когда пишете, там, общественный деятель, я не общественный деятель, политический. Хорошо учтем. Потом, что значит 282 статья? Ну так вот тебя люди послушают, скажут, ну какая-то 282. У меня 280 статья еще. Публичные призывы к экстремистской деятельности. У меня 205 статья, прим. 2. Это оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности. То есть у меня очень большой, сильный букет. Вот. Понятно, что никогда я не призывал ни к осуществлению террористической деятельности, никогда не оправдывал терроризм, не призывал ни к экстремистской деятельности. Все это стало возможным только благодаря тому, что в данной стране восторжествовало полицейское государство, полицейщина. Нет правосудия, нет законности и нет возможности на открытом судебном процессе, на равноправном, разбомбить государственное обвинение, доказать, что ты абсолютно не виновен, что ты действуешь исключительно в рамках их же Конституции. У каждого человека есть конституционное право на свободу слова, мнения, выражения своей позиции, на право управления государством, на право участия в делах государства. А по факту мы сегодня живем в стране, даже не унитарной, мы живем в стране метрополии, и Башкирия, Башкортостан является униженной, обобранной колонией. И вот, собственно, подошел к ответу. Я уже не раз говорил и писал, что феноменальное событие столетней давности произошло. И великое поколение Валидова, вот самая лучшая фотография вот, Заки Валидова, это вот где он молодой. И весь его жар, весь пыл души, весь характер несгибаемый виден вот в этой фотографии. Вот эта вот фотография, она, конечно, тоже хорошая, поскольку там Валидов. Но если сравнивать, конечно, с его с молодой фотографией, то это небо и земля. Так вот, поколение Валидова и сам Валидов, они взяли исторический реванш. Реванш за все поражения предыдущих лет. Когда я говорил, да, о политическом нашем инфантилизме, который был, есть и пока еще продолжается. То есть самая первая глобальная, геополитическая, стратегическая, общенациональная катастрофа, которая отразилась на судьбе всей нации и на судьбе каждого отдельно взятого башкира, произошла в середине 16 века. И роль личности, тем более роль личности в истории такой нации, как наша, я позже расскажу почему. Может быть, есть нации, в которых личности не играют такой огромной роли. Правда, я таких тоже не знаю. Она огромна. Вот если бы среди вождей башкирских племен нашелся хотя бы один вождь, который сказал, давайте мы пока не будем спешить с признанием сюзеренитета Ваньки IV. Он слишком далеко, Казань полыхает, там продолжаются вот эти вот, 4 года они продолжались, столкновения. Зачем нам посылать этих послов туда? Зачем присягать? Давайте создадим собственное ханство. Чингизидов нет, хорошо, пригласим. Никто не едет, хорошо, султанат создадим. Тоже нет оснований правовых. Хорошо, давайте создадим башкирскую орду. Ведь Ногайская орда была. Что мешало этим племенам учредить собственное государственное образование? И тогда, как я писал в своей первой книге «Войны против ублюдков», минимум 120-140 лет государственного функционирования у башкирской орды было бы, потому что в силу объективных причин Российская империя смогла приступить к колонизации Башкортостана уже только при Петре I, то есть спустя 120-140 лет, в начале 18 века. И функционирование, да, просто история наша, что если бы мы жили и знали, что у нас вот была независимая Башкирская орда, которая, допустим, с середины 16 по середину 18 века, почти 2 столетия просуществовала, это был бы совершенно другой расклад. Эти ошибки пришлось исправлять уже другим поколениям. В частности, в 18 веке, когда в одностороннем порядке разрывались эти соглашения, башкиры, значит,
переставали считать себя подданными данного государства. И вот рождение, собственно, политической башкирской нации, оно произошло 100 лет назад. Это сверхисторическое и вневременное событие. Вневременное. Мы будем, нас не будет, но всегда будет вот эта вот история, час Х, провозглашения башкирской государственности. Это феноменальная вещь, потому что автоматически башкирскую нацию, любую, хоть 20 века, хоть 22 века, это событие вынесло на политический, космический уровень. И независимо от того, что будет с Башкирской республикой, будут это упразднять, сливать, это есть, было и будет. И мы каждый раз к этому вопросу будем возвращаться. И каждый раз мы будем это предъявлять. Здесь, отвечая на ваш вопрос, просто такие вот ужимки идут, спекуляции. Понятно, что рождение республики — это время ее провозглашения. То есть это ноябрь и последующее оформление в декабре 1917 года. Следующий 1918 год — это первоочередные мероприятия башкирского правительства, абсолютно легитимного, законного. Потому что легитимность — это не только понятие юридическое, это понятие, в первую очередь, массового народного сознания. Признаем мы вот то правительство или того человека действительно нашим лидером, действительно легитимным, и мы все за ним идем, даже если он не имеет никакой должности. Вот такая легитимность, она у башкирского правительства была. И башкирский народ давным-давно ждал это. И он пошел за своими лидерами, за своими вождями, вы знаете, пошел до конца, пошел на смерть, на кровь, на страдания и так далее. И в 18 году происходило это тяжелейшее оформление. Были сделаны ошибки башкирским правительством. Конечно, с высоты сегодняшних лет, конечно, с одной стороны проще, с другой стороны, ведь они все были молодые, все были моложе вас. Самый боеспособный возраст там был 22-28 лет. И вот эти мальчишки, отцы государства, они вели за собой всю 1,5-миллионную нацию тогда. И учиться не было с кого, да? То есть примера никакого не было в истории. Конечно, они допускали ошибки. Допустим, одна из существенных ошибок, вот, на мой взгляд, и нам в будущем нельзя допускать эти ошибки, раньше времени вылезать из окопов. То есть они что-то полезли за признанием одним правительством уфимской территории, другим, третьим, десятым, вступили в альянс с атаманом Дутовым. Я понимаю, конечно, там очень важный был вопрос вооружений, боеприпасов, но у башкирского народа в 18 году хозяйство, натуральное хозяйство было еще ого-го, все было. Здесь не было ни военного коммунизма, ни продразверстки, ни продналога, ничего не было. Все было хорошо. Свобода торговли и благоденствие было. Поэтому в обмен на вот эти вот важнейшие в любое смутное время продовольственные товары можно было насыщать вот эту вот материальную базу независимости, вооружения. И не надо было вступать в альянсы ни с белыми, ни с красными. Максимально, второй момент, максимально уходить от вооруженной конфронтации с кем бы то ни было до определенного времени. Третий момент — это вот участие. Конечно, мы же все прекрасно знаем, во что вылился переход башкирских воинских формирований на сторону красных. То есть фактически была в течение месяца вспышка геноцида конкретно. Наших ребят убивали, расстреливали, издевались. Они замерзали раздетые. Зачем? Четвертый момент — это совершенно неправильная избранная тактика вооруженного сопротивления. Тоже об этом знаете, да? То есть прекрасный пример про сопротивление крупным армиям продемонстрировал в то время Нестор Иванович Махно. То есть прекрасная, зарекомендовавшая себя на отлично тактика ведения партизанской войны с использованием больших масс кавалерии. Концентрация в одном месте, удар, рассредоточение. Концентрация, удар, рассредоточение. Тем более, что природные географические условия Башкортостана, они
прекрасно позволяет это сделать. Тем более в то время, когда не было ни телефонов, ни рации, ни там локаций, ни наведения, огромные горно-лесные массивы. Значит, лошади наши устроены таким образом, что они могут и зимой где угодно выдержать. Скотину тоже можно увезти. Аулы можно оставить временно. А дороги между населенными пунктами, они перерезаются на раз-два. И вот, используя такую тактику, можно было бы затормозить продвижение любого противника и сделать его пребывание на оккупированной территории крайне неблагоприятным. Ну и последняя, наверное, ошибка, это уже ошибка, конечно, больше самого Ахмедзаки Валидова. На мой взгляд, именно как политического деятеля не имел права Ахмедзаки оставлять свой народ в 2020 году. То есть, когда он из Москвы, значит, исчез на перекладных и в Средней Азии уже только всплыл. И это в то самое время, когда здесь вспыхнуло башкирское антикоммунистическое восстание. И первым пунктом, требованием Башревкома подпольного уже было вернуть Заки Валидова в Башкирию. И коммунисты пошли бы на это. И Троцкий и Сталин, они пошли бы, они выполнили бы. Так вот, не может все-таки лидер нации, политик, но опять же, скидка на молодость, скидка на возраст, и опять же, не было вот, как бы, с кого брать пример, подсказать. Он бы очень долго здесь не просто прожил, а был бы во главе уже советской Башкирии. Первым секретарем или там председателем Центрального исполнительного комитета был бы Валидов, непререкаемый лидер. Если бы он здесь остался, он возглавил это антикоммунистическое восстание, итоги этого восстания были бы еще более победными, чем они были на самом деле. Мы же победили. Просто оно было более организованным. И вся Башкирия, все башкиры бы знали, Валидов здесь, Валидов с нами. Даже когда его в 1934-1935 году когда-то, может быть, и ликвидировали, значит, все равно слух о том, что нет, мы его видели, он где-то там, где-то в тех горах его видели, он жил бы с народом. Да, стал он профессором, отцом целого ряда научных дисциплин, но я думаю, да, об этом он сам пишет, было ему очень тяжело, потому что тосковал по родине. Мы вообще вот такой народ, что, вот смотрите, как бы, вот мы сейчас живем в стране, вокруг нас вот эта вот сопредельная вот страна. И ничего, что она нам декларировала, ничего, что она нам обещала, сейчас в помине нет. Нет ни демократии, нет ни свободы, нет ни выборов, ничего нет. Ни федерализма, я уже вообще молчу, да? Ничего нет. И я удивляюсь тем людям, которые еще говорят, это моя страна, это наша страна. Вот я ее вообще не ощущаю своей. Для меня она чужая страна. Она враждебная для моему народу страна. И я бы давным-давно взял бы и уехал в политэмиграцию. Но, с одной стороны, я и сам не хочу уезжать. Я считаю себя не вправе уезжать. И, ну как, да, условия для проживания ужасные. Но если мы все уедем, мы кому оставим эту землю? У нас конкретный завет Урал-Батыров быть здесь, бороться за добро и уничтожать здесь зло. Если так все мы разъедемся, мы кому землю оставим, да? Когда-то, может, вернемся, мы или наши дети, но наши дома. Признание ее на самом высоком, тогда это Центральное советское правительство уровне. И второе, вот это соглашение, оно носит все характеристики межгосударственного договора. То есть договора, письменного соглашения между двумя легитимными правительствами двух стран. И фактически, почему я говорю, что башкиры это учредители вот этой федерации, именно правительство наших ребят, оно явилось соучредителем той федерации. Почему тогда сегодня вот именно давит на дату 2019 год? Потому что вы танцуете от нас.
от того, что мы вас признали. Не от того, что вы за 2 года до этого провозгласили себя правительством, то есть провозгласили себя республикой. Мало провозгласить себя республикой. В 90-м году тоже провозгласили себя республикой. Башкирской Советской Социалистической Республикой. БССР. Букву А убрали, автономия. Мы были дикая забитая автономией, тоже колония, буква убрали, значит, стали союзной республикой. Но поколение Валидова, оно создало вооруженные силы для защиты этой республики. Одно без другого немыслимо. А здесь, естественно, ну, как бы московитов тоже надо понять с их колокольни. С их колокольни, если они будут признавать 17-й год, то есть они фактически говорят, ну вы, ладно, мы согласны. Они любому народу в России скажут, ну хорошо, мы согласны, создавайте правительство, создавайте вооруженные силы для защиты, и мы с вами будем договариваться. Естественно, они на это не могут пойти, потому что они же имперцы. Это же империалистская страна на сегодняшний день. Поэтому все эти копии. Вопрос не к ним. Вопрос к тем уродам среди башкирского этноса, потому что я нации не могу сказать, которые прекрасно знают, что республика была создана в 17 году, и официально встают на сторону московитской власти. Говорят, что да, республика была в 19 году создана. То есть я конкретно сейчас бросаю камень в огород. Он профессор там или кто? Калмантаев. Калмантаев Нурислам Мирхадяш об этом недавно заявил, да? Вот. И лично для меня здесь ничего удивительного нет. Потому что этот человек дважды свидетельствовал против меня на моем 3-м, 4-м уголовном деле, давал показания. Причем на последнем говорил то, чего в помине вообще не было. Говорит, да, вот Айрат Дильмухаметов сказал, что он является автором статьи Ахрзамана. Говорит, я же не говорил это. Вот. Видеозапись, аудиозапись прослушали, там вообще этих слов нет. Ну, говорит, мне так показалось. И вот на основании таких вот свидетелей, как бы, и строятся уголовные дела. Там не только, я не говорю, что он один. Там и Кульшарипов был. У Кульшарипов, ладно, хоть извинения потом попросил. Там другие, не менее известные были персонажи, вот, которые, допустим, пользуются и уважением даже. То есть они дают показания, потом их вызывает суд, просят повторить эти показания, они начинают вилять хвостом, отказываться, а суд-то принимает уже те показания, которые ты дал в сером здании на Лубянке под протокол. Ты уже сказал против меня, и эти показания потом уже ложатся в основу приговора. И это тоже часть нашего политического инфантилизма. Давайте дадим генералу Шаймуратову Герой России. И вот носится с этой идеей, носится с этой идеей. Но вы немножко мозги включите. Вы, во-первых, самого Шаймуратова можете спросить, он хочет быть героем России? Он за Россию воевал? Нет. Он воевал за другую страну. Та страна не дала ему никакой награды. Она так относилась к ним, ко всем, кто складывали за нее головы. И это тоже должно быть уроком. Умирать можно и нужно только за свою нацию, больше ни за что. Кто получает звание Героя России? Сейчас. Вы что, не знаете? Вы что, не знаете, кто получает звания эти, да? И вы просите нашему башкирскому генералу такое же совершенно звание, которое давным-давно уже нивелировано, да, и которое никакой ценности не имеет. Вы просите. Это раз. Во-вторых, я еще раз говорю, это страна, которая отказалась от всех своих обязательств по отношению к нашему народу. Ни свободы, ни договорной федерации, ни ничего нет. То есть когда-то, значит, подписали, это была большая ошибка, федеративный договор, и вот они все свои обязательства, они все не выполнили. Они все отозвали. А вы еще продолжаете говорить, дайте Герой России. Почему я категорический противник, враг Третьей постсоветской республики и президента, который 20 лет
сидел во главе Башкирской республики. Вот смотрите, есть такое направление социальной биологии, социобиология, и есть теория о филетических изменениях, которые происходят в течение одного-двух поколений людей. То есть происходят они не на генетическом уровне, для этого миллионы лет нужны, а вот на жизни нескольких поколений происходит. То есть постоянно этот народ мы берем, долбим, сажаем, значит, ну как у нас вот. То есть 20-30-е годы мы возьмем, да, ведь вырезали всех. Всех, кто даже просто кашу в обозе варил, вырезали всех, кто участвовал в движении. Всех. Это не 37-й год был. Это уже конец 30-х. Репрессии шли все 20-30-е годы. То есть вы же знаете историю Сулеймана Мурзабулатова, по-моему, если я не ошибаюсь, который дворником работал, да? Вынужден был, хотя был до этого наркомом. Вырезали всех. И еще находятся у нас особо одаренные, значит, персонажи в национальной интеллигенции, которые этот период, эту сталинщину, Сталина, там, коммунистов этих, хвалят и, значит, еще там призывают за них голосовать. В 20-30-х годах. Но у любого человека, который себя мало что-то из себя представлял, всех убили и репрессировали. Потом, значит, на этой их священной войне всех заполировали окончательно. А потом, когда Игнатьев приехал сюда первым секретарем, он увидел, что вообще башкир нет, вообще их нету. То есть, когда надо ставить, да, на какие-то кадры, башкирская ССР называют, нету башкир, вообще нету. И интеллигенции нету. Уничтожены все. И вот стали, значит, прям Саулов брать, отправлять в Москву, в Питер, они там 5 лет учились, потом возвращались. И казалось, ну вот сейчас 25% башкир в Уфе. А я помню времена, когда было 4% и меньше. Я помню времена, когда чуть ли не единственный башкир был вообще здесь, вот в этой части города. Вот. У меня вообще вот национальное самосознание пришло вот на постоянный контур. У меня прозвище было Салават Юлаев в школе. Вот, сейчас. И это был, я бы сам поверил в эту филетическую теорию, потому что я видел, это был окончательно сломленный, надломленный народ. И вдруг 90-й год, вот это пошло-поехало, и я охренел, потому что я вообще в шоке был. Откуда они все вылезли, откуда они все появились. И появились башкиры, вот которых не было, они были все сломленные, чумазые, некультурные, они все появились. И вот это огромный общенациональный подъем, эйфория, вдохновение, она вот вручила власть не лучшему из лучших, а худшему из худших. Если мы говорим о Заки Валидове, это был лев во главе львов. То Рахимовский Башкортостан — это овца во главе овец. Самые прекрасные были условия для создания великолепного, мощнейшего башкирского демократического государства. И ты знаешь, с кем ты имеешь дело. И ты знаешь, что ты со всех сторон окружен этой благообразной страной. Так ты не дай себя подставить. Ты всегда на корпус, на полкорпуса, на 2 корпуса должен быть впереди. И по экономическому развитию, и по демократическим вещам. Ты не должен дать им никакого повода, чтобы тебя зацепить. И 10 лет, больше 10 лет, 12 лет сюда вообще никто не лез. Вообще никто. Это дикая ситуация для этой страны. Чтоб ты здесь мог творить что хочешь, и никто сюда тебе не лез и не мешал. Никакого наведения конституционного порядка, никаких бандформирований, пожалуйста. Сказали, бери сколько хочешь, только не подавись. Значит, суверенитет. Да. Никто не мешал. Полная поддержка твоего собственного народа. И во что это вылилось? Это самая трагическая история башкирской национальной истории. 1990 и по сегодняшний день. Это не Москва как бы все разрушила и все забрала. Это мы сами все просрали.
Я другого слова не могу подобрать. Кем он себя окружил? Почему народ этого не видел? Почему народ это молчал? Ведь есть известная фраза: если народ не препятствует совершению преступления властью, он превращается в соучастника этих преступлений. Я разве об этом не писал? Я же криком кричал об этом. И вот такой момент еще, да, я хочу на него ответить, мне уже не раз задавали, и я по сетям вижу, там, ну, пишут: Айрат Эльмухаметов, он за что сидел-то? Значит, ну, там кто-то пишет: да, он там, типа, такой подрывной, невменяемый, там, неадекватный, там, не везет вечно драться, ругаться, материться, там, и так далее. Вот, ну, разные бывают мнения, но на самом деле, я что хочу сказать. История моих посадок и уголовных дел связана именно с башкирским политическим национализмом и с борьбой за башкирскую государственность. Первое дело, 2005 год, закончился условкой, это попытка штурма Белого дома 26 марта 2005 года. Тогда в Уфе проходили массовые митинги, значит, ограбленных пенсионеров. И для меня в 2003 году было понятно, что во главе с таким руководителем мы останемся вообще без республики. И вообще реноме и имидж башкирской нации втоптан в грязь. И поэтому я боролся против этого. И не я один. 7-й всебашкирский ЕГЭ мы провели в Оренбурге 11 октября 2003 года. Я, как сейчас помню, политическую повестку, которую мы приняли. Это духовная и организационная мобилизация башкирского народа, это его дальнейшая борьба за свою свободу и государственность, это борьба за полномочия заключения полноценного двустороннего договора с Российской Федерацией, это возвращение всех национальных богатств, которые у нас отняли. Вернее, не отняли, мы их сами все профукали. Профукали. Не только башкирский топливно-энергетический комплекс. Это ведь не только 4 уфимских завода. Салават-Нефтехимсинтез сами добровольно передали раньше Газпрому. Химические производства, машиностроение. У нас в Уфе практически вот все распродано, у нас ничего нет, то, что принадлежит местным. Любой торговый центр, любую забегаловку, все скуплено москалями. Банк создали, Башкирдитбанк, да, помните, свой, республиканский. Именно чтобы он инвестировал на долгосрочной основе в свои собственные предприятия. Сбагрили, продали. До этого Курманаев провернул знаменитую аферу 96-97 годов, когда в оперативное управление, помнишь, наверное, да, Сергей, передали акции с 40 лучших предприятий, не связанных с ТЭКом. Значит. Восток, вот. И все они продали. Создали инициативную группу. За моей подписью пошло письмо в Дом Республики. Ну, нормальное письмо, хорошее. Но ни ответа, ни привета не было. Там речь шла о том, что, значит, есть и скульптор, есть уже эскиз памятника, есть и место перед библиотекой Валидова на улице Ленина. Значит, письмо ушло в конце января, начале февраля 2015 года. Значит, ответа не было. А потом в марте меня посадили. Но я думаю, ответа и не могло быть, потому что очень уж фигура Ахмед Заки, нашего Валидова, такая, что она для нынешней власти абсолютно неприемлемо. Сколько лет уже вот, на моей памяти продолжаются вот эти вот бесконечные попытки атаки, да, на Валидова. В чем только его не обвиняют. Это будет продолжаться. Поэтому, чтобы кто бы что там вот эти не вякали, ответы были хорошие, данные всем этим нападкам. Значит, и каждый из башкир, он должен посильный вклад в дело Валидова вносить. Как угодно. Можно, значит, портреты его клеить.
и на футболках писать там «Я валидовец» и так далее, значит, вот там какие-то вот фотографии, вот там, допустим, надо его всячески вот распространять. Он был, есть, а для нас должен оставаться непререкаемым героем, и он отец нашего государства и отец нашей политической нации. Рано или поздно памятник будет. Рано или поздно будет. Я писал, что вот этот памятник, который на горсовете стоит, там будет стоять памятник Валидову. И проспект. Никакой не проспект Октября будет проспект Ахмедзаки Валидова. Проспект Ахмедзаки Валидова. И в каждом кабинете должен портрет Валидова быть. Их не было и при Рахимове. Кто мешал? Просто уж слишком кричащее было бы несоответствие между делами сегодняшними и делами столетней давности. Поэтому такая фигура, такая глыба, она крайне неудобна для сегодняшнего времени. А есть вообще законодательная основа вот отказывать народу на свои средства поставить памятник? Кто может? Да масса. А? Масса. Есть? В такой стране, я еще раз говорю, Зуфа, в такой стране, как Я про формальное Россия, только говорю, формальное Вот. основание юридически. те какие угодно формальные основания найдут. Потому что в этой стране все решает политическая воля. Вот сейчас ее нет, их ты хоть что не делай, не установят. А завтра политическая воля появится, и он будет везде стоять. Вот такая чудная страна. Вот смотрите, вопрос, когда и с кем Российская империя подписывала равноправное соглашение? Может быть, когда-то и подписывала с кем-то, но я таких случаев не знаю. Это такая страна, что она идет на соглашение, она подписывает, когда ей очень плохо, она подпишет. Другой вопрос в том, что она потом это не соблюдает. Мы этих отношений знаем. Но вот 100 лет назад именно было такое, сложились такие чудные обстоятельства, что они пошли на это. Ты думаешь, их не корежило? Еще как их корежило. Если вот брать третью судимость, ну конкретный заказчик АФК-система меня заказала, оплатила. И почему? Да потому что я с 3-го года пишу про эту нефтянку. Четвертая судимость. Я вот с Хакасии освободился, я стал создавать башкирское политическое движение, партию. Я наступил на горло своей собственной гордости и, значит, пошел к Рахимову. Ну вы там насовали по карманам, вы сейчас вложите в политическое образование, в политическое движение башкирского народа. А надо понимать, что когда башкирский народ создает какие-то свои организованные структуры, которые руководствуются не какими-то придуманными измами, там, коммунизмами, еще какими-то, а национализмом, политическим национализмом, то, конечно, это страшно для них. Это для них конкретная угроза потерять свою власть. Как это так? Такой вот народ пытается что-то организоваться. Вот почему. Я хотел еще вот ремарочку сделать. Наблюдаю вот, сам не пишу, наблюдаю, что пишут в сетях, в том числе вот у вас. Значит, есть единственная проверенная веками идеология выживания башкирского народа. Это башкирский национализм. Национализм бывает 3 видов. Бытовой, этнический и политический. Я говорю о высшем виде национализма, о политическом национализме башкирском. Политический национализм – это когда ты порыв 1,5 миллиона нации воплотил в конкретные политические институты власти на своей собственной республике. Закрепил их, отточил, отстоял и обосновал. И ведь не может такого быть. Что везде написано башкирское, а мы здесь самые бедные, самые униженные, самые обворованные. Это нормально, нет? Здесь кого это может устроить?
Но вот здесь в порядке все вещей, и надо относиться к таким вещам с пониманием, когда это делают московиты там, или еще кто. Но меня совершенно не устраивает ситуация, и никогда не будет устраивать, когда внутри нас, значит, находятся персонажи, которые, прикрываясь своей пятой строкой, своей якобы принадлежностью к башкирской нации, заявляют и делают совершенно дикие вещи. К таким прощениям вообще быть не должно. Вообще быть не должно. 2018 год у нас на дворе. 2018 год. Я сейчас конкретно говорю о так называемом КБН. Что такое КБН? Конгресс Башкирской народной армии, да? Неправильно, это клуб бывших начальников, КБН, так и расшифровывается. Значит, вот сами подумайте, вот каким надо быть счастливым человеком, да? Значит, там учредитель один человек, одно физическое лицо. Значит, и он назвал вот это Конгресс башкирского народа. Ну тебе кто такое право дал? Ну кто тебе дал такое право называться Конгресс башкирского? Все же не знают, что там учредитель одно физическое лицо, главврач вот этого госпиталя ветеранов. Мустафин. А председатель другой главный врач. Лучше говорят, перинатальный центр. Почему вот этот главврач перинатального центра не рассказывает о том, ребята, какая у нас дикая ситуация в Башкирии с рождаемостью, с уродствами врожденными. Ужасающая ситуация. Потому что у этой земли нет хозяина, нету. Здесь все засрали, здесь все отравили, здесь жить невозможно. Чтобы один рекультивировать химпром, значит, на территории которого несколько молочных производств находится, 4 миллиарда рублей нужно сейчас. Это только один химпром. У нас здесь все загадили. Мы смотрим летом, выезжаем, озера, горы, и душа радуется, но на самом деле все отравлено. И воздух, и вода, и недра. Радиация, уродство, страшные вещи. Для этого тоже нужны деньги. И следующему руководству Четвертой Республики надо все будет это решать. И решать в вопросах крайнего временного цейтнота, потому что не будет ни времени, ни денег. Деньги надо будет находить здесь и сейчас. Кстати, по поводу... Сейчас, минуточку. Вот. И вот они в башкирском сознании его не присутствуют. И я этому очень рад. Я сам последний раз принял участие в перевороте 2011 года. Меня тут же, значит, закрыли. И вот хорошо, что больше там уже не стали ввязываться. Ну сколько можно вот это вот на одни и те же грабли наступать? Нет Курултая. Я хочу сказать, запомните все, что и этого КБНа тоже нету. И расскажите это всем. То есть, когда что-то мы о ком-то говорим, вроде он присутствует. Вот его нету. И ничью волю он не выражает. А вообще на месте Хамитова я не понимаю, зачем? Я бы их всех трудоустроил сейчас. Сказал бы, ну ладно, ну извини, вот перинатальный центр занят. Ну вот в Архангельской районе я тебя главврачом в районную больницу. Вот обязательно. Тебя вот в филармонию, тебя там в ПТУ и так далее. И все, и нет никакого КБН, нету. А идея? А какая там идея? Какая-то идея там. Кресло начальственное, вот и вот у них вся идея. Я вам мог бы вообще более жуткие вещи рассказать. И про Мустафина, потому что когда мой отец умирал, я в Хакасии сидел, я знаю, как он себя вел. Он у него в госпитале лежал. И про Барабгулу мог бы рассказать, который был главврачом Минздрава поликлиники, и мою мать оттуда уволили из-за моей деятельности. Я просто не хочу об этом рассказывать. Давайте вернемся к столетию, как к нашей теме. У нас как бы называется прошлое и будущее. Вот по поводу будущего, каким вы видите нашу республику, какой она будет? Вот хорошо, что ты меня вернул на на научную основу. Это КБН. Будущее башкирской государственности, она возможна. Но, ребята, опять же, мы для этого должны быть очень критичными. И в первую очередь мы должны знать свою собственную историю, и особенно историю Третьей
провальной Рахимовской постсоветской республики. Когда республике было все дано, и она все из своих рук упустила. Вот этого быть не должно. Идеология башкирского политического национализма или, скажем так, национал-демократия, национальная демократия, мы обязаны быть демократами и стоять на позициях вот этих. И если так будет, все этнические группы Башкортостана, они нас и поддержат, и пойдут. Здесь вообще пример я вижу, если опять же сравнивать с 89-м годом, с 90-м годом, это литовское национальное движение 89-90 годов. Они выступали исключительно грамотно, исключительно на демократических позициях, опираясь на право действующее и то право, которое у них было, которые были демократическими. Потом там наступила диктатура, а потом под неумолимым ходом истории общество опять приходило к демократии. Такие примеры вы полно знаете. И в Европе, значит, 50-е годы, 60-е, 70-е, если брать Испанию, Португалию, Латинская Америка, опять же. Но проблема в том, что у них, у всех, у этих стран, которые переходили давить и из него сделать собаку Павлова. Потому что, взять советский народ, частью которого являлся тот башкирский народ, ведь он тоже был очень дрессированным. И откуда взялись все эти диссиденты? Откуда взялись вот эти демократы? Они же были, они держали 3 огромные победы. 3 огромные победы. Это декларация о государственном суверенитете РСФСР, это победа Ельцина в выборах председателя Верховного Совета РСФСР и в 1991 году победа Ельцина на президентских выборах. Где взять, я знаю, и вы все знаете, и все это написано. Для этого просто нужна политическая воля башкирского народа. И здесь, вот внимание, башкирский народ больше не имеет права на ошибку. Нет никакого права на ошибку, иначе это будет смерть. Этническая смерть нации окончательная. Нам вообще для чего нужна государственность? Для чего нужно государство? Для чего нужна Башкирская республика? Это наш механизм защиты и самосохранения, как нации. Мы никого не дискриминируем. И если когда-то мы кого-то дискриминировали за эти последние 27 лет, такого больше быть не должно. У русского народа даже мечта есть о стране Беловодья, которая где-то там, счастливая страна, это 18, 19, 20 век. У Льва Толстого даже есть рассказ, как там казаки собирались там. 3 казаков отправили в Австралию, они искали эту страну Беловодья, счастье. Где и свобода, и справедливость, и так далее. И русский народ никогда не рассматривал, что эта страна счастья может быть в самой же России, на их русской земле. А что у нас за река есть? Беловодье, Беловожка. Не Агиделли. Так и Урал-Батыр нам сказал. Добро восторжествует на этой земле, на этих землях. А зло здесь должно быть. Что? Уничтожено. Идея Всемирного Курултая Башкир, она не только политически мертва, она и вредна. Потому что я сейчас говорил, что значит, зачем объединять весь этот народ? Надо объединить только батыров. Шургены уже объединились без тебя. Им никакие Курултаи не нужны, вот они все Курултаи уже заняли. А движение или партии на основе политического национализма, на основе национальной демократии, конечно, нужен. Демократия – это наш исконный метод. У русского народа никогда демократии не было, а у нас она всегда была. И мы здесь пример. Еще, ребята, вопросы? Это же создавалось потом. То есть был самодержец, который завел страну в войну, в страдания, в тупик. Россия тогда находилась, если не изменяет память, в том самом, во втором, по-моему, технологическом укладе. И никак не хотела переходить к следующему. Поэтому появилась сила, которая вот таким путем, большевики, я имею в виду, они перешли. То есть индустриализация
которую они провели, это была индустриализация исключительно по их лекалам, исключительно в военной промышленности, для войны, не для людей. Но вот они так решили вот эту проблему, вот этого вызова. Просто такая сила политическая нашлась. Если бы у нас, как бы вот мы моделируем ситуацию, если бы наши ребята были бы более подготовленными идейно, если бы, опять же, им было брать с истории в пример, скажем, да, если бы были, вот как я говорю, те 120-140 лет башкирской государственности, да, 16-18 век, им бы проще было бы. И статус Башкирской республики был бы совершенно другим, я уверен. Она не была бы автономной, она была бы союзной республикой. Вот одна из ключевых ошибок ранней Рахимовщины. Ведь сейчас вам скажу, по-моему, в марте, если я не ошибаюсь, поправьте, если апрель, по-моему, 1990 года Президиум Верховного Совета СССР принял закон. Там как раз вот шло перетягивание канатов между Союзом СССР и РСФСР. И именно Первая Чеченская Республика, тогда Чечено-Ингушская, она уже в апреле 90-го года провозгласила выход из состава РСФСР и провозгласила себя союзной. 91-е. Нет, 90-е, апрель 90-го. Апрель 90-го. Что мешало, вот отмечаем вот это вот, эту позорную дату, провозгласили декларацию о государственном суверенитете, но два момента. Основополагающую роль башкирской нации, именно реализации башкирской нации права на самоопределение, не закрепили там, и в Конституции дальше не закрепили. И второй момент, не вышли из состава РСФСР. А в 92 году федеративный договор подписали. Хотя можно было не подписывать, никто не заставлял. Можно было именно стоять на двухсторонних договорах. Почему вот была вот эта массовая голодовка башкирских студентов в апреле 92 года? Что думаете, народ прям все понимал, что ли? Он не понимал, но он чувствовал сердцем, что это еще аукнется, что это засада конкретная, западня. Это все понимали. И только там вот сидели вот особо одаренные, которые не понимали. Первое заседание башкирского политклуба при организации Башкорт. Да, маленькая ремарка, значит, я еще вначале хотел сказать. Башкорту спасибо за вот эту правильную идею. Продолжайте ее, развивайте. Самое главное сейчас в данных условиях, что нужно, это политическое просвещение нашего народа. Все. Других задач нет. Политическое просвещение. Второе. Пользуясь случаем и трибуной, я хочу выразить благодарность организации Башкорт за то, что они меня поддерживали в последнюю отсидку. То есть помогали передачи, передавать, это большое дело. По 3 часа, по 4 часа вам приходится на Достоевской в очередь стоять. Пожелание, что когда человек находится в лагере, обычно этапирует далеко от дома, надо продолжать поддержку. У нас не так много народу сидит сейчас, да, не тысячные репрессии. Продолжать эту поддержку и морально, и материально, и когда человек находится в лагере. Потому что вся нагрузка ложится на семью, на близких. У нас все-таки 1,5 миллиона наций. Мы третий народ в России. Кстати, мне когда говорят, почему мы третий, мы же четвертое. Значит, у нас, я называю только тех, кто имеет право на самоопределение. Это русские, татары и башкиры. Украинцы прекрасная нация, но право на самоопределение внутри Российской Федерации они не имеют. Поэтому как бы я их и не считаю. Следующий момент. Очень важна моральная поддержка. То есть, вот на будущее, если кого-то сажают, да, значит, можно там и по 50, и по 100 рублей перечислять. Это не трудно никому. И писать письма. Я год и 8 месяцев просидел в СУСе. Вообще как в танке. Ни телефонов, ничего, вы это знаете. И письма, которые с воли приходят, они, конечно, очень помогают.
поддерживают. И это все видят, кстати. И зэки, и администрация это видит, допустим, если поток писем идет, для них это тоже имеет значение. Потому что я хотел бы сказать, именно здесь, на этом заседании, именно перед вами я хочу сделать следующее заявление. Я хочу сказать о том, что я принял решение и объявляю об этом, что я буду бороться за пост президента Башкирской Республики, новой 4-й Башкирской Республики. Этого поста сейчас нет, как вы понимаете, да? У нас есть глава. Значит, то есть борьба за это означает и возврат института президентства, и возврат многих других институтов государственности и создание или подхода к новому формату Башкирской Республики. Выборы, которые пройдут главы, ну скажем, пока так называемые выборы главы республики, я постараюсь тоже участвовать в этом и использовать для продвижения своих идей, своей позиции, для дальнейшего политического просвещения нашего народа. Это осознанное решение, я понимаю, на что иду, я понимаю риск. Будем формировать избирательный штаб, избирательные штабы, искать финансирование и так далее, и так далее, и так далее. И я уверен, что победа будет за нами, и все идет хорошо. Я не знаю, сколько лет на это понадобится. Вот. Никуда не уеду, никуда не сбегу. Значит, нет, я там 1,5 года прожил, хватит. И сразу говорю, что свою задачу вижу в том, чтобы создать именно демократическую процветающую республику, где роль башкирской нации будет закреплена на законодательном уровне. Вижу эту республику как республику свободы, справедливости и процветания для всех здесь проживающих. Башкирский народ в этой новой республике должен стать настоящим хозяином своей земли. Речь не только о каких-то там материальных, финансовых вещах, в первую очередь духовным, ответственным за все, что здесь происходит. Вот Зуфар пишет, у тебя пост был, мудрая, свободная, вольная башкирская нация. Все правильно, но не мудрая пока, не мудрая. Столько сами наворотили и столько самим расхлебывают. Но, иншаллах, сделаем. Ну вот, пожалуй, все.